Итак, здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Мы с вами продолжаем наш семинар, и сейчас мы с вами будем обсуждать устную часть. Как я и говорила, всероссийская проверочная работа состоит из двух частей. Письменная, напоминаю еще раз, она проверяет навыки и умения аудирования, чтения, лексики и грамматики. И устная часть. Стратегии подготовки к устной части. Это чтение вслух. Внимательно прочитайте текст, постарайтесь понять, о чем идет речь, чтобы правильно сделать паузы и выбрать нужную интонацию. Прочитайте текст про себя. Обращайте внимание на чтение самых сложных слов. Особое внимание уделите сложным предложениям. Подумайте, как оформить их интонационно. И не спешите при чтении, но и не затягивайте, чтобы уложиться во времени. Итак, мы видим на слайде пример из демонстрационной версии 2022 года. Такой примерно вот такого объема текст представлен, который 11-классник должен прочитать. Здесь нам указано задание. Представьте, что вы готовите проект со своим другом, вы нашли интересный материал для презентации, вы хотите прочесть этот текст своему другу. У вас 2 минуты на подготовку, и затем будьте готовы прочитать его вслух. Не больше 2 минут, чтобы его прочитать. В данном задании проверяется, насколько правильно вы умеете читать вслух, соблюдая правильную интонацию и правильное произношение слов. Нужно в задании прочитать текст и правильно соблюдать интонацию. Думаю, что к 11 классу, в принципе, учащиеся хорошо умеют читать, и в такого объема задания слова новые в основном не включаются в такое задание, то есть в принципе, задание выполнимо. И все-таки хочется обратить внимание, что бывает, что несмотря на кажущуюся это легкость выполнения данного задания, все-таки 3 балла получить. Чтобы получить 3 балла, нужно поработать. То есть, во-первых, необходимо правильно произносить слова, без фонематических ошибок и с правильным ударением. Речь должна восприниматься легко, без пауз и без нарушений нормы. Далее, учащийся должен представить осмысленное чтение, то есть не просто оттараторить, что называется, а просто нам должно быть понятно, что он понимает то, что читает. То есть обращаем внимание на правильное произношение слов и на интонацию, которая доказывает, что учащийся понимает, что читает. Существует алгоритм выполнения задания, он представлен на экране. Итак, посмотрите, как нужно готовиться для чтения текста. Быстро посмотреть текст, если в нем слова, в которых вы не уверены. Проанализируйте эти слова. То есть мы всегда советуем обращать внимание на какие-то незнакомые лексические единицы и предположить, как эти слова читаются, даже если учащийся их не знает. Можно вспомнить правила чтения, вспомнить слова, которые также пишутся, например, и ребята знают, как их произносить. Далее вспомнить типы интонации и, когда начнется запись ответа, прочитать текст. Если во время чтения сделали ошибку, нужно сделать короткую паузу, правильно прочитать то слово, в котором вы допустили ошибку, засчитывается правильный вариант, второй. Или, если он тоже был неправильный, то все равно второй вариант засчитывается. Ну и следить за таймером времени. Чтению вслух необходимо учиться на каждом уроке. На памятке представлены основные правила чтения вслух. Ну и как рекомендацию можем использовать следующие приемы. Например, speed drill, то есть list of difficult words. Каждый раз, встречая в тексте какие-то трудные слова, необходимо их выписывать, повторять и запоминать. Reading conductor или making a story cards with difficult words. Карточки с трудными словами и так далее. То есть, и, конечно же, как можно больше читать вслух. И при чтении вслух опять хочу обратить ваше внимание на следующие рекомендации. При подготовке к заданию 5
Нужно повторить правила чтения, поработать над артикуляцией, объяснить, что такое смысловая группа, как делятся предложения на смысловые группы, какую роль в этом играют знаки препинания. Хорошо бы, если бы учащиеся понимали, что такое фразовое ударение, почему служебные слова не несут фразовое ударение. Объяснить, как интонационно оформляются утверждения и разные типы вопросов. Использовать аудиозаписи из УМК для формирования фонетических навыков. На данном слайде вы видите памятку, как чтение вслух на 5. Возможно, она кому-то поможет. То есть, видя текст, учащийся должен обратить внимание на слова, вызывающие трудности, расставить фразовые ударения, расставить паузы, повторить правила чтения, читать за диктором и так далее. Так, и последнее задание – это описание фотографии. Учащемуся предлагается 3 картинки, и задание, которое очень схоже на одно из третье задание из ЕГЭ прошлых лет, прежних лет. Мы знаем, что в 2022 году устная часть потерпела изменения, поэтому такое задание уже не включается в ЕГЭ. И здесь мы видим 3 фотографии. Учащийся должен выбрать одну из фотографий и описать. В этом задании проверяется, как учащийся умеет описывать фотографию, и ему в этом задании необходимо выбрать и описать ее, учитывая все пункты плана. Нам предлагается 5 пунктов плана, которые можно использовать. И необходимо также напомнить, что при описании фотографии необходимо сделать вступление и заключение. Требуемый объем высказывания – это 12-15 предложений. Если мы составим хотя бы по 2 предложения на каждый пункт плана, это уже получается 10. Далее, и по 2 предложения на вступление и заключение. Необходимо также напомнить учащимся, что полный ответ на вопрос должен содержать по 2 предложения, то необходимый объем набирается без проблем, и каждый имеет шанс получить заветные баллы за данное задание. Так, хочется обратить внимание на пункт плана, содержащий вопрос why you keep the photo in your album, why you decided to show the picture to your album or to your friend. Обычно дети говорят, например, I keep the photo in my album because, и вот как бы достаточно. Или I decided to show the picture to you because, и тоже. То есть это одно предложение. Но развернутый ответ на вопрос должен содержать как минимум 2 предложения, или это предложение должно быть прям сложным таким, то есть содержать достаточно информации, чтобы не выглядело сухо этот ответ. Поэтому обратите внимание на данные вопросы. Итак, критерий оценивания задания описание картинки. Вы видите, 3 балла можно получить, если коммуникативная задача выполнена полностью, содержание полное и точно развернуто, отражает все аспекты указанного задания, 15 фраз содержит. 2 балла, если коммуникативная задача выполнена частично, 1 аспект не открыт, остальные раскрыты неполно, или 1-2 аспекта раскрыты неполно. И объем высказывания здесь 9-11 фраз. Мы видим, что 6-8 фраз и не полностью выполнена коммуникативная задача, то есть 2 аспекта раскрыты, не раскрытые, остальные раскрыты неполно, принесут 1 балл. И 0 это если коммуникативная задача выполнена менее чем на 50%. Задание оценивается по 3 критериям, то есть решение коммуникативной задачи РКЗ, далее организация высказывания, и языковое высказывание. За РКЗ мы можем получить максимум 3 балла, и по 2 балла максимум можно получить за
организацию и языковое оформление. Вы видите, здесь очень подробно прописано, за что можно получить 2 балла по организации высказывания, то есть оно логично, завершенный характер, имеется вступление и заключение, и средства логической связи используются правильно. Кстати, по количеству использования средств логической связи никаких рекомендаций нет, то есть если 1, 2, там, but или so используется, то мы можем уже здесь считать, что данный критерий выполнен полностью. Ну и языковое оформление на 2 балла – это не более 2 негрубые лексическо-грамматические ошибки или не более 2 негрубые фонетические ошибки. Ну и, конечно же, словарный запас соответствует поставленной цели описания. Таким образом, зная критерии оценивания описания картинки, монологического высказывания, то есть каждому нужно попробовать просто это сделать ребятам, даже если они не готовились к сдаче ЕГЭ и не разбирали такие задания специально, то есть описать картинку, каждый 11-классник, наверное, сумеет это, ему по силам. То есть, по сути, необходимо ответить развернуто на вопросы плана и сделать вступление и заключение. Вот на слайде представлены рекомендации, вы можете ими воспользоваться. Как можно учиться описывать картинку? Тоже вот такая неплохая подборка советов. Ну и можем использовать такие задания, как Picture Dictation, Picture Profiles, Picture Color, Selling Odd Items и так далее, Photo on your album, Listening and Correction и так далее. То есть все эти задания способствуют развитию навыков описания картинки и, соответственно, составления монологического высказывания по картинке, с опорой на картинке. Вот еще есть один слайд, как подготовиться к описанию картинки. Внимательно рассмотрите фотографию, ответьте на вопросы или внимательно рассмотрите фотографию, опишите изображенных на них людей, отвечая на следующие вопросы. Выполняя данные задания, учащиеся смогут научиться описывать картинку, и данное задание не вызовет особых сложностей. Также предлагаю вам вот работу по плану, работа над лексическим оформлением, где необходимо вставить необходимые фразы, чтобы получилось монологическое высказывание. Еще один из вариантов работы по плану – работа над средствами связи и логикой высказывания. Итак, данный слайд также предлагает вам рекомендации по обучению описанию. Также можете использовать его для подготовки к всероссийским проверочным работам, да и просто к урокам, теперь уже к урокам, потому что задание в ЕГЭ у нас в устной части другое теперь. Итак, ну что ж, мы разобрали с вами все задания всероссийской проверочной работы. Надеюсь, что у вас сложилась определенная система и структура подготовки учащихся к ВПР. Хотелось бы еще отметить следующую важную информацию, что перед выполнением проверочной работы участнику ВПР необходимо запустить работу станции. Для этого нужно внимательно прочитать инструкции, данные на экране. И участнику необходимо, то есть надо объяснить ребятам, прочитать инструкцию, которая появится на экране, ввести код участника, нажать кнопку «Начать выполнение работы», устно произвести запись кода участника и прослушать ее, нажав соответствующие кнопки в окне «Запись кода участника». Чтобы ребята не растерялись, потому что, конечно же, с компьютером, наверное, мы не каждый день работаем на уроках, и нужно, чтобы ребята чувствовали себя уверенным. Далее, в случае успешной записи кода, нажать кнопку в нижней части окна программы, завершить запись кода участника и приступить к выполнению заданий. Приступить к выполнению заданий проверочной работы, и перед каждым проверочным заданием нужно указать ребятам, что дается время на выполнение, на подготовку к этому заданию. При выполнении задания раньше отведенного времени можно нажать кнопку «Завершить ответ». Выполнив все задания, участник сможет посмотреть внесенные варианты ответов на письменное задание и прослушать свои ответы на задания устной части. По завершении выполнения всех заданий нажать кнопку «Завершить выполнение работы участникам».
То есть вот такая инструкция должна быть